Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на уроки по казахскому языку. И сегодня мы с вами рассмотрим творительный падеж комиктес септык. Творительный падеж отвечает на следующие вопросы. Кмен переводится как кем с кем, и немен переводится как чем с чем. Теперь рассмотрим, какие окончания прибавляются к словам в творительном падеже. И первое окончание — это окончание бен. Данное окончание прибавляется после букв ж, з. То есть, если слово оканчивается на эти буквы, то мы должны прибавить данное окончание. Рассмотрим все это на конкретных примерах. Первый пример — это слово «жаз», переводится как «лето». Заканчивается на «з», значит мы прибавляем и данное окончание «бен». Твердого варианта в данном случае не существует, как ранее мы рассматривали в других падежах. Здесь прибавляется лишь только окончание «бен». То есть, несмотря на то, что слово твердое, мы все равно прибавляем окончание бен. Получается жазбен. Задаем перед этим вопрос немен и прибавляем окончание бен, так как слово заканчивается на букву з. То есть данное слово уже будет отвечать на вопросы чем с чем, то есть летом или с летом. Следующий пример туз, соль, также заканчивается на букву з, и в данном случае мы тоже прибавляем окончание бен. Перед этим задаем вопрос немен и прибавляем данное окончание. Получаем ответ солью или с солью. Третий пример кагаз. Переводится как бумага. Также заканчивается на звонкую з. Прибавляем окончание и получаем ответ кагазбен. То есть с чем? С бумагой или просто бумага. Немен кагазбен. Следующее окончание пен. Данное окончание прибавляется после глухих согласных, а также букв Б, В, Г, Д. Также рассмотрим на примерах. Первый пример — это слово «кыс», переводится как «зима». Заканчивается на глухую согласную «с», значит мы и прибавляем окончание «пен». Получается «кыс-пен», немен «кыс-пен», то есть зимой или с зимой. Следующий пример — геморрат, здание. Также заканчивается на глухую «т», значит мы должны прибавить данное окончание «пен». Получается немен геморрат пен. То есть с чем или чем, зданием или с зданием. Следующий пример — ед. Мясо заканчивается также на глухую «т», значит мы прибавляем в данном случае окончание «пен». Получается едпен, то есть немен едпен, мясом или с мясом. Следующее окончание — это окончание мен. Данное окончание прибавляется после гласных, сонорных букв, а также если используется притяжательная форма третьего лица. Также рассмотрим все это на примерах. И первый пример — это у нас слово «адам». Заканчивается на букву «м». Буква «м» у нас сонорная, значит мы и должны прибавить окончание «мен». Перед этим задаем вопрос «кмен адам мен», то есть кем человеком или с кем с человеком. Следующий пример «бала» – мальчик, или еще также переводится как ребенок. Заканчивается на гласную буква «а», значит мы должны прибавить окончание «мен». Получается «бала мен». Перед этим задаем вопрос «кмен», баламен, то есть кем или с кем, мальчиком или с мальчиком, или же еще такой вариант перевода, как ребенком или с ребенком. Следующий пример. Алма, яблоко. Заканчивается также на гласную а, значит мы должны прибавить окончание мен. Получается алма-мен. Задаем вопрос не мен, чем или с чем, и получаем ответ алма-мен, яблоком или с яблоком. И следующий пример — это притяжательное окончание третьего лица. Рассмотрим пример «онын колосы». Переводится как «его» или «ее город». Так как мы используем притяжательную форму третьего лица, то в данном случае мы должны прибавить окончание «мен». Перед этим задаем вопрос «не мен» и получаем ответ «онын колосы мен», то есть «его» или «ее городом», или «с его» или «ее городом». То есть помимо притяжательных окончаний третьего лица, в данном случае это окончание «с», мы прибавляем после этого и окончание творительного падежа. Получается онын каласы мен. Следующий пример — это притяжательная форма третьего лица множественного числа. Рассмотрим следующий пример. Олардын калалары, то есть их города. В данном случае мы также должны прибавить окончание мен, так как используем притяжательную форму третьего лица, и получаем ответ, перед этим задавая вопрос не мен, олардын калалары мен, то есть их городами или с их городами. То есть в данном примере мы сначала прибавили окончание множественного числа к слову кала, затем прибавили окончание притяжательной формы третьего лица, и только после этого мы прибавляем окончание творительного падежа. То есть соблюдаем четкую последовательность прибавления данных окончаний. Существует также еще один вариант данных окончаний, который используется преимущественно в поэтических произведениях, и в повседневной речи они встречаются очень редко. Это такие окончания, как бенен, пенен, менен. То есть данные окончания более длинные, но прибавляются они к словам по тем же правилам,
который мы рассмотрели ранее. А на этом данный урок завершен. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.